Здравствуйте! Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Сегодня 7 мая 2023 года, воскресенье, и вы смотрите экстренный выпуск. В чем его срочность, вы поймете чуть позже. В течение нескольких недель мне поступают письма от одного, так скажем, спецдоброжелателя. Они, в принципе, информативные, но заканчиваются они всегда одним и тем же. Подумайте, Александр, прежде чем продолжить противостояние с системой, с которой у вас несоизмеримые силы и возможности. Но я не скажу, что это прям вот такая прямая угроза, но такая вползающая. Но суть не в этом. Суть в том, что информатор прямо рассказывает, кого я задеваю, кому усложняю жизнь и работу на систему. Поименно. Я долго думал, давать ли этой информации ход, но после появления Марка Фейгина в Киеве я пришел к выводу, что да, это надо делать, и чем быстрее, тем лучше. Поэтому я записываю эту программу в воскресенье. Я скомпилировал самое главное из нескольких писем информатора, и сейчас вам это процитирую. Итак, цитата. «Вы залезли на очень болевой участок, и, конечно, 5-й этаж дома на площади Дзержинского в Москве уже очень серьезно обеспокоен вашими лишними откровениями. Поймите, организация разрушает ваш канал, вашу работу, так как вы хороните многолетние и очень дорогие результаты работы организации. Большинство агентов – это плод долгих каторжных трудов, создаваемый под планы на десятилетия вперед. А тут выходит сотник и рушит все. Поймите, эта система, ваши уважаемые друзья могут вам подтвердить, что экосистему нынешней оппозиции создала организация, и в них вложены фантастические деньги, чтобы они приносили дивиденды организации, выполняя нужные функции в разных странах. Дима Гордон, проходя срочную службу, согласился сотрудничать с организацией Ленинградской области. Организация дала ему все сразу после окончания срочной службы: деньги, славу, связи. Он делал первый бизнес с организацией, когда согласился работать с агентурой из числа так называемых целителей. Потом был повышен и работал с агентурой топ-уровня. Сейчас 8 последних лет безупречно выполняет поставленные задачи по добыче ценных сведений и информации. Иногда выполняет мелкие задания по раскрутке смежной агентуры. Это практически не является секретом для спецслужб, все понимают, как устроена система. За что он помог раскрутить агента? За то, что он помог раскрутить агента из США, организация помогла ему с определенными документами для родственников в США. Пиантковский всю жизнь сотрудничал и сотрудничает с организацией, знаменитый в кругах организации потомственный династийный агент. Его дед и его отец были сотрудниками госбезопасности. Латынина – потрясающий образец внештатного сотрудника госбезопасности, профессионал, сделала карьеру от человека, приставленного к Венедиктову, до сотрудника западной резидентуры. Я не буду рассказывать про известных вам агентов по фамилии Швец, Жирнов, Фейгин, Осечкин. Скажу лишь, что их объединяет. Это поддержка фабрик троллей ЦФКОМ, Центры формирования и корректировки общественного мнения. Каждый их выпуск сопровождается запуском правильной накрутки просмотров, лайков и обязательно положительных комментариев и лайков на них. Цели под каждого разные. Одна из целей – это обеспечение агентов материальными средствами, так как это происходит у Швеца и Фейгина, плюс $1000 от компании США. Это забавно, да, цинично, но забавно. От компании США YouTube монетизации с каждого миллиона просмотров. Каждый день небольшая сумма $1000, но агенту дается. Вторые цели – это пропаганда. Третьи цели – решение специальных задач и так далее. Но заказы на негативные комментарии, жалобы на канал и видео в этих ЦФКОМ агентура запрашивает на ваш канал, когда на нем выходит негатив про них. Вот мы, кстати, и посмотрим, что будет с этим сегодняшним видео. Как результат, куча негативных комментариев, ролики валятся в 18+,
Канал стоит по блокировке, но уже со стороны организации. Вы ведете неравную борьбу с армией врагов. После чрезвычайного совещания, которое вы спровоцировали недавно, расконспирировав одного из агентов, организация была вынуждена задействовать беспрецедентные меры спасения. По первой линии задействовали всю медийную агентуру. По главной второй линии срочно связались с верным другом организации, бывшим сотрудником Геннадием Гудковым. Сказали, цитата, «Гена, собирай манатки и бегом во Францию. Инструкции получишь на месте». И Гена помчался спасать агентуру, которую вы, Александр, поставили под удар. Ну а теперь цитата из третьего письма. Второе было малоинформативным, но там в нем информатор лишь обозначил, кто он. Итак, цитата из третьего письма. Осечкин несколько лет бегал в контрразведку Франции в Бордо, Биарриц и кормил их сначала данными, поступившими к нему через интернет, и которые уже автоматически были у спецслужб Франции. Поняв, что на этой базе с ним не хотят сотрудничать, и информация не вызывает интереса у спецслужб Франции, Осечкин их просто стал разводить и кормить выдуманными портфелями. На проверку их тратилось время, спецслужба искала трафик информаторов, источники. И через год поняли, что данный гражданин их хорошо поимел. Париж направлял в контрразведку Бордо несколько запросов по данному артисту циркового жанра, указывал на недопустимость работы с данной фигурой, которая уже была уличена в обмане и предоставлении заведомо недостоверных данных. Но Бордо всячески пытается доказать нужность Осечкина в оперативных комбинациях. Высокопоставленный представитель контрразведки в Париже неофициально сказал, Бордо будет всячески обосновывать нужность своего агента Осечкина, с которым они здорово вляпались, так как иначе для них все кончено и отставка будет неизбежной и быстрой. Остается только дождаться, когда эта информация станет предметом широкой гласности, и проводить коллег на пенсию. Моя ремарка, вот я, собственно, предоставляю широкую огласку этой информации. Цитирую дальше. Все спецслужбы и вменяемые люди видят, что Осечкина спасают коллективно. У человека земля под ногами горит. Бордо ему намекнуло, чтобы тушил пожары огласки и не допустил попадания в поле деталей его связей с контрразведкой Бордо. Иначе сотрудничество прервется. Это не Россия. Россия, ФСБ благодарна ему за сговорчивость и помощь и дают ему площадку. Жена Димы Гордона тащит в эфир его. Ряд других СМИ, дружных с чекистской оппозицией, пытаются залатать дыры в его карманах, так как живет за счет жены, которая вхожа в медиа Франции и хорошо устроилась и в ЕС, и в России. Фейгин. Ему дорогу на 100% проложил Осечкин. Он все процедуры пролетел, как на скоростном поезде. Ну, благодаря этому Осечкин из соседней квартиры выходит в эфир к Фейгину. Для спецслужб Франции Фейгин – ненавистная персона. Установили, где он служил во время геноцида. Установили, что это был один из самых страшных бойцов. Снайпер, убивший больше, чем рак. Ну, прямо так вот и написано. Зафиксировали разговор Фейгина с другом в одном из ресторанов Биарриц, где Фейгин оправдывал бойцов, исполняющих приказ, и говорил, что, цитата, «Воин не должен воин не должен чувствовать ничего, кроме отдачи винтовки, когда убивает цель, и не надо спекулировать, гражданский, военный – это цель». Фейгин, кстати, большой любитель выпить, хотя алкоголиками называет других. Смешно. Мальцев. Про него сказано очень коротко. Франция дала убежище не Мальцеву, а его ребенку и жене. Он воспринимается во Франции как больной человек. Уже несколько лет его интернет на контроле, так как он в международном розыске Интерпола как террорист. У него есть малое сборище безработных беженцев, с которыми он контактирует. Есть небольшая группа больных информаторов, которые ничего ценного ему не пишут, кроме того, что берут на себя организацию всех происшествий, от молнии на небе до цунами в океане. Цитата не моя. Его бы выкинули
Его бы выкинули на момент приезда из Франции, но жену и детей жалко, один рожденный уже во Франции. Жена плакала в Овпра и говорила, какой бандит засел в России, а когда переводят эфиры Мальцева, то все в ужасе от его призывов, пусть даже на крошечную аудиторию больных зрителей. И это чудо заседает во Франции. Информация, которая подтверждена полицией Франции, спецслужбой. Осеннюю атаку на телефон журналиста из Братиславы Александра Сотника организовал Владимир Осечкин с помощью своего мусорного ведра из ФСБ России Сергея Савельева. Все засекли, как они заказывали на сайтах, предоставляющих услуги SMS-бомбер, E-mail-бомбер и бомбер звонков, звонки на ваш номер телефона. Обошлось им все это в несколько десятков евро. Париж делал по данному факту запрос в Бордо, так как было обращение на воспрепятствование журналистской деятельности. Вот сейчас от меня ремарка, я скажу, что был запрос из Словакии, я лично обращался в полицию после этого телефонного буллинга. Дальше цитирую. Но контрразведка Бордо отмазала Осечкина от неприятностей, добавив себе скорости для отставки в будущем. Мы живем в мире, где только правда может давать свои дивиденды, а любая ложь мгновенно вычисляется спецслужбами и хоронит личность. Именно из-за патологической лживости Фейгин, Осечкин и Мальцев не воспринимаются серьезно никем. Спецслужбам Франции они тоже уже не интересны, но, чтобы не поймать отставку, их еще поддержат как презервативы прикрытия. По скриптум. Гудкова сейчас к ним закинули, но он разрывается, ему и Лубянке хочется услужить, и Осечкину помочь, и Диму Гудкова застолбить. А тут еще недели две, как его Сотник за... Ну, что за жизнь у несчастного сотрудника ФСБ? Конец цитаты. И последнее, что красной нитью проходит через все эти письма. Это такое ненавязчивое предупреждение, что если я не прекращу, то система может обидеться и сделать что-то нехорошее в мою сторону. Я же со своей стороны продолжу действовать как независимый журналист, который придает огласке то, что нельзя держать в тени. Увидев вчера видео, как лобзаются в центре Киева 3 системные личинки, для меня лично просто конченые одиозные фигуры Фейгин, Арестович и Гордон, я почувствовал горечь обиды за тех, кто сегодня отстаивает независимость Украины с оружием в руках. За тех, кто рискует жизнью. За тех, кто сидит в окопах. Одни проливают кровь без преувеличения. А в это время агентура, целуясь в десна, наводит между собой мосты, строит планы на будущее. Ведь скоро президентские выборы в Украине. И внедряться пора уже сейчас. Внедряться и активничать. Я прошу вас, не игнорируйте, пожалуйста, это видео. Все, кто может, перезалейте его на максимальное количество площадок. Пусть оно будет повсюду. Переводите на английский, французский, итальянский, испанский, на разные языки. Я предупреждаю, как журналист и как аналитик, прекрасно знающий и понимающий природу этой страшной системы рашистской. Империя вступает в период перезагрузки. Переобуваться будут очень многие. И Украину эта империя в покое и вне своей орбиты влияния оставлять не собирается. И это очень опасно. Очень. Всех обнял. Увидимся с вами завтра. Слава Украине!